Меня зовут Марина Чирикова, я по специальности герпетолог, зоолог-герпетолог. Расскажите о своей профессии. Герпетология – это наука, которая изучает земноводных и пресмыкающихся. Все аспекты, которые касаются этих животных, это и распространение, и внешнеморфологические особенности, поведение, учеты численности проводим, охрану, разрабатываем мероприятия по сохранению этих животных, ну и изучаем их в дикой природе, как они размножаются, как они проводят свое время в течение суток, сезонную активность, ну и в общем, все аспекты биологии. Много ли видов пресмыкающихся у нас в Казахстане? Казахстан, несмотря на то, что наполовину, в общем-то, пустынная и полупустынная страна, пресмыкающихся у нас не так много, всего 50 видов. По сравнению с более южными странами, конечно, это достаточно бедноватый состав, но все-таки достаточно много объектов для исследования. А земноводных у нас всего 12 видов. В чем различие земноводных и пресмыкающихся? Земноводные и пресмыкающиеся – это два разных класса животных, которые очень сильно отличаются. И эволюционно они тоже появились в разное время. Земноводные появились немножко раньше, а затем уже от древних предков, от земноводных начали происходить древние пресмыкающиеся, которые выходили на сушу от стегоцефалов. Земноводные, в отличие от пресмыкающихся, приурочены именно к воде. И весь их цикл воспроизводства и размножения тоже связан с водой. У них еще очень нежная кожа. Пресмыкающиеся – это уже та группа, которая первая из всех последующих, это птица, млекопитающая, освоила сушу. Благодаря тому, что у них появился уже совершенно другой кожный покров, возникла чешуя, которая, то есть эта кожа покрыта мощным кератиновым слоем, который препятствовал испарению влаги, то есть не происходило обезвоживание организма. Есть у нас удивительная амфибия, хвостатая амфибия, семиреченский лягушкозуб. Это очень узкий эндемик, который живет только в Джунгарском Алатау и нигде больше на планете Земля не встречается. Небольшая часть ареала заходит в Китай, но основные популяции живут у нас в Казахстане, в Джунгарском Алатау. Живет достаточно высоко в горах, и у него такая вот удивительная приспособленность, скажем, приспособление выживать при очень холодных температурах. Живут они в медленно текущих ручьях и иногда выдерживают даже промерзание. Можно ли держать экзотических животных в качестве питомцев дома? Экзотические виды пресмыкающихся и земноводных – это один из излюбленных объектов содержания дома у любителей природы. В Казахстане это направление не очень сильно развито, но есть. Держат разных видов. Самые часто встречаемые – это бородатая агама, например. Это некоторые виды хамелеонов, это удавы, разные виды удавов. Содержат также и нашу местную фауну, но хочу сказать, что прежде чем вы приобретете такого питомца, вам нужно выяснить, имеются ли на него специальные документы. Потому что, к сожалению, сейчас нелегальная торговля животными занимает 3-е место после оружия и наркотиков. Поэтому очень часто животных привозят нелегально. И за это предусмотрены соответствующие штрафы в нашем законодательстве. Поэтому, прежде чем купить животное, нужно узнать, есть ли документы о его разведении, например, или о завозе в Республику Казахстан. И если все эти документы есть, то этих животных можно содержать, конечно же, узнав все правила содержания, потому что для пресмыкающихся, например, очень важен температурный режим, чтобы они получали достаточно ультрафиолета. У нас есть в Казахстане ядовитые змеи. Какие из них самые опасные? В Казахстане у нас живет 3 вида ядовитых змей. Один из них распространен на северных пределах нашей республики, в Восточном Казахстане, по северным регионам. И 2 вида достаточно широко распространены, встречаются в очень многих регионах. Это степная гадюка и щитомордник.
Они не смертельно ядовитые для человека, но при этом, если человек страдает аллергией или это маленький ребенок, то последствия могут быть очень тяжелыми. Но в целом в настоящее время в Казахстане, насколько мне известно, смертельных случаев вот этих видов не зарегистрировано. Из мер предосторожности, просто нужно на нее не наступать, не пугать ее. Из меня сама, вас, поверьте, больше боится, чем вы ее, и она постарается уйти. При укусах прежде всего нужно, конечно же, обратиться к врачу. Куда мне нужно поступать, чтобы стать герпетологом? Специально на герпетолога нигде не обучают, так же, как и на другие специальности. Это тиреолога, например, кто занимается млекопитающим, или орнитолога. У нас готовят зоологов. У нас есть кафедра зоологии, осталась кафедра зоологии в Карагандинском университете государственном. Раньше была кафедра зоологии в Казахском государственном университете. В настоящее время там существует кафедра биоразнообразия, на которой также можно получить все необходимые знания. Но мы надеемся, что буквально либо в этом, либо в следующем году мы организуем там кафедру зоологии, потому что сейчас мы активно работаем над разработкой научной программы образовательной, именно для подготовки зоологов, и в том числе там предусмотрены курсы герпетологии.